Вместо здания обычные юрты. Именно так выглядят детские сады в Сусамырской долине. Каждый день по 3 часа с детьми проводят обучающие занятия по развитию речи и математики. Малышей учат считать и различать цвета. У меня 2 внука. Мы здесь находимся уже 2 месяца. Они здесь многому научились. Алфавит выучили, научились рисовать. Сюда часто приезжают гости. В этот раз прибыл десант из художников, звезд эстрады и писателей. Мастер Бекджилдыз показала детям, как делать кукол из чия. Художники учили их рисовать, а опытные преподаватели провели занятия для детей и поделились с родителями современными методиками воспитания и обучения. Нужно больше общаться с ребенком, от этого зависит его развитие. Чтобы дети не оставались без внимания, мы открыли детсады на Джайло. Хотим увеличить их количество. К детям приехали и народные артисты Национальной филармонии, воспитанники музыкальной школы-интерната имени Абдраева, а также потомок великого монашчи Джусупа Мамая Турсуналы, который показал танец джалын. В этот день на Джайло была открыта книжная лавка, где каждый желающий мог приобрести книгу на любой вкус. Родители, не жалея денег, покупают своим детям книжки. В основном берут сказки. Например, сейчас у меня закончились кыргызские народные сказки. Не все воспитатели имеют педагогическое образование. Эти люди по собственному желанию согласились в летнее время заниматься с детьми чабанов. В этом году в Кыргызстане были открыты 35 садиков на Джайло. Этот проект дает возможность охватить образованием детей пастухов, скотоводов, а также дает возможность снизить разницу показателей уровня охвата дошкольного образования между городскими и сельскими районами. Аймджан Самакова, Мирлан Макеев, Нуркыз Абдрахманова, Общественный первый канал, Чуйская область.